Полярники не боятся ничего, кроме голода, холода и работы, шутит знаменитый путешественник. Но это видео с одной из экспедиций доказывает обратное. Так уж получилось, что вся жизнь Виктора Боярского связана с Арктикой. Сам он говорит, повезло, что его увлечения и деятельность совпадают. Он с детства грезил путешествием на Северный полюс, до дыр зачитывал Джека Лондона. Но особенно повлияла на него книга Санина «70 градусов ниже нуля». И когда Боярский сразу после окончания института отправился в свою первую экспедицию в Антарктиду, он смог сравнить впечатления автора со своими. В Антарктиде, прежде всего, меня потрясла тишина, которая там, я вылетел, но там такая тишина, которая ощущается физически просто. Такая тишина. Несмотря на то, что там стрекочет дизель где-то в стороне, но все равно там бывает такая звенящая тишина, будем договорить. И плюс краски, которые тоже я, кроме как в Антарктиде, не видел таких. И как небо, так считаю, что лед и снег – это белый. На самом деле далеко не так, совершенно не так. То есть он имеет массу оттенков в зависимости от цвета. И это все тоже. И потом, конечно, ну не то, что третьим, но это может быть даже первым, вторым фактором, это то, что там люди хорошие. В составе международной команды он 7 месяцев покорял Антарктиду, перешел в Северный Ледовитый океан, а в 2005 году пересек землю Франца Иосифа по историческому маршруту Карла Вейпрехта, который когда-то и открыл этот архипелаг. Трижды Боярский был на грани гибели, проваливался под лед вместе с упряжкой собак, сбивался с дороги во время пурги, но фортуна всегда была на его стороне. Главное отличие и принципиальное отличие, который определяет успех всех экспедиций, что у них есть связь с внешним миром. Всегда на подкорке существует уверенность, что если ты будешь загибаться, тебя вытащат и приведут к родным. Такого не было у всех предшественников. Это принципиальное отличие. Никто не знал, вернуться они сами не знали, вернуться они или не вернуться. Они уходили на год, два, три, и связи никакой не было. И они рассчитывали только на самих себя. Конечно, новые технологии делают жизнь полярника легче. Палатку поставить можно в 2 счета, одежда заметно легче, если что, высохнет без проблем. Но вот полюс остается неизменным. А в последние годы Виктор Боярский сам экспедиции не водит, но организует. Ведь точно знает, что нужно показать человеку, впервые увидевшему полюс. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.